то же время сыктывкарское предприятие по выпуску минеральной воды старается настроить свою работу в условиях санкций. Там задумались даже о новой продукции. Однако пока объемы производства пришлось сократить. Детали в материале Ольги Коняевой. Минеральная вода, даже если она из Сыктывкара, известна своими полезными свойствами. Но как ее добывают, видели немногие. Источники глубоко под землей. Их возраст – тысячелетия. Это сердце предприятия. Отсюда начинается путь воды к потребителю. Здесь живительная влага повышенной минерализации. Вода залегает на глубине 500 метров. А это та самая сыктывкарская, популярная у жителей республики. Состав воды уникальный. Глубина скважины – 130 метров. Это месторождение минеральных вод обнаружила Вычегодская геологическая экспедиция. Еще в 1994 году его начало осваивать предприятие «Исток-Д». Полезные свойства добываемых вод подтвердили бальнеологические заключения Пятигорского государственного НИИ курортологии. Ученые выяснили, что сыктывкарская минералка – аналог знаменитых вод крымского типа, которыми поправляли здоровье многие поколения россиян. Завод по розливу возвели вблизи источника. Здесь мы сейчас находимся на центре управления нашей водой. Сюда у нас подается вода с наших скважин. Здесь у нас производится распределение воды по емкостям для дальнейшего розлива и переработки. Здесь у нас стоят фильтра, то есть вода со скважин у нас только фильтруется, очищается от песка, который попадается. Потому что больше мы ее ни от чего не чистим. Следующий этап, после того, как она из баков идет на линию, у нас стоят лампы УФО. То есть вода обрабатывается от бактерий, если они там есть. Но у нас такого нету. Не так давно Исток производил сильно минерализованную воду – Перазы, Бур, Богатырскую, смешивая разные типы минеральных вод. Прежде технология допускалась, но по новым стандартам 2017-го ее запретили. Объемы производства со временем сократились и потому, что полки торговых сетей наполнили привозные воды. Сейчас Исток-Д внедряет новую систему маркировки. Внедрение системы маркировки по программе «Честный знак» потребовало от нас закупить комплекс дорогостоящего оборудования на 3 наших производственных линии. В данном случае вы можете видеть аппликатор, который наносит дата-матрикс-код, и камеру валидации кода, то есть проверку его на считываемость. Подорожали расходные материалы – крышка, этикетка и больше всего приформа, заготовка бутылки, в составе которой импортные компоненты. В итоге выросла и конечная стоимость товара. Новая цена не всех устроила. Впрочем, договориться удалось почти со всеми федеральными торговыми сетями. По количеству, объемы, естественно, без сетей уменьшились в продажах. Потому что магазинов много, федеральных сетей, наших магазинов становится все меньше и меньше. А если какие-то неприятности возникают, несогласование цен, другие там вопросы, то получается, что мы вылетаем из этого количества магазинов. На производстве трудятся 35 сотрудников. Во время пандемии предприятие получило государственную поддержку, что очень помогло. Предприятие запустило выпуск новой продукции. Это вода Гренландия. Получается из той же сыктывкарской путем обратного осмоса или удаления солей. В итоге получается чистейшая питьевая вода. У Истока есть задумка производить на основе воды и другие напитки, например, лимонады. Но это уже после летнего сезона, самого эффективного для выпуска и продажи минералки. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.